прямом эфире Чеченской Вести я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится четверг, 22 мая. Сердце отдаю детям. Действительно, вся система образования Республики вами дорожит. Многим из вас выходить на федеральный этап, где уже посложнее. В Грозном наградили лучших педагогов. Забота о героях. Расскажем о поддержке, которую оказывает фонд «Защитники Отечества» ветеранам СВО. Кавказ в красках. Человеку нужны идея и вдохновение. Иса черпает их из всего, что его окружает, даря миру эти потрясающие картины. В Науре состоялась персональная выставка художника Исы Авхадова. Сколько картин представлено в экспозиции. Рамзан Кадыров встретился с чрезвычайным и полномочным послом Объединенных Арабских Эмиратов в России Мухаммедом Ахмедом Аль-Джабером. По его личному приглашению глава региона посетил свадьбу его сына, посла Абдурахмана Мухаммеда Аль-Джабера. Для гостей из Чеченской Республики был исполнен традиционный арабский танец Аль-Аяла. Руководитель субъекта познакомился с семьей доктора Аль-Джабера. В непринужденной обстановке они обсудили важные вопросы. Рамзан Кадыров поблагодарил господина посла и его семью за теплый прием, гостеприимство и братское отношение. Рамзан Кадыров проинспектировал ключевые строительные объекты Грозного. Его маршрут начался с грандиозного правительственного комплекса, где работа кипит полным ходом. Специалисты трудятся над внутренней и внешней отделкой, а буквально в 2 шагах от него возвышается будущий центр деловой жизни. Современный конгресс-холл, способный вместить более 5000 человек. Репортаж Эльвиры Межидовой. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вместе с мэром города Грозного проверил стадии работы по строительству и реконструкции ключевых площадок столицы. Первой точкой инспекции стал правительственный комплекс в Байсангуровском районе. Высота основного объекта составляет более 69 метров. Строительство практически вышло на финишную прямую. Наравне с фасадными проводятся и внутренние отделочные работы. Далее инспекция продолжилась в автомобиле. Коррективы вносятся в режиме реального времени. Глава постоянно держит руку на пульсе. В проекте правительственного комплекса продумана каждая деталь. Благоустройство прилегающей территории, подземные парковки, фасады многоэтажек. Массовое ваше министерство, шанцан есть выезд, ваш главный ход, да, дьявол.
правительство чуаллык тя ремонт чеш помощь болду. Арне расширит четыре полоста уровня, что W4 расширит я пешеходчен так. Печ права, ора воздичный, на хокшаешь воздичный, че зеленый болду. Хара полный наехнон, харметига, стоянка, зеленая зона, сенсол использовать ее. Из хокаса брат пешец, вышел, это конструкция шайки вышел. Локтери, орнамент, штаяха, и фасад, и иногда я континентуа. В здании правительства предусмотрены большие залы для приема гостей вместимостью более 6 тысяч человек и малые конференц-холлы. Одним словом, будут созданы все условия для проведения мероприятий федерального уровня. По словам специалистов, никаких проблем с графиком или материалами у них нет. Самое главное, стоит отметить, что практически все отечественного производства. Это последний цветок. Цигайол проект цветир. Лакабин видошет хинчайол цигайол расстояние. Из лактаха идут серые нагат и алёркаса. Нинцикайна голай. Это аллага разные цатерцако разные тои шукай. Инц гушдол датуадол композитол чига лактабин ты композитор доштат. Ясно, человек стеклянный стеклон. До крайней цвет мела до нуры она выбрать есть хай-текс интересно. Издаёте? Лок да. Цатерца хол. Хоксиара. А вот фото я его орнаментsen шихом ёкца. Она вот села и вообще юши. Это вот да. Уж-то стекло, да? Это он ола, ахерёши орнамент. هذا بوقته. وجه يقزل إدوديا ويشتايجي أتنتيا شو يقزل جمزل هنز يقزل أبنوري من ده تشستش تقلا تايشوش يشتريو чуах шеек вышел подземный чуах, шеек технический помещение, парковка, массу вышел, шеек помещение, шипаблал чуах, цель обслуживающий цел, шеек персонал, первый этаж, я зал, второй этаж, мало зал, сахур, еще второй этаж. Det var då jag såg kanske det. Och att på den gör. Det är ciga är tror jag nog gör det. På den där Den soka ett joxal وضعهم تست ريزيرن خشة بولشة اشتشلو اتعورتن فرقو شو إذا هاي شروش شيء دي سيجار دارو خرزال سن اشتي حلقة دقات شلته اتول يوكل شيء دي 42,000 كوادراتو يوشي يزال yine çok acı bir saniye var. Sen yine var. Я шел ориенти, был цат материал шатцем, ушашек заказать. В ходе инспекции глава региона пообщался по видеосвязи со своей мамой Аймани Несиевной и вместе с ней порадовался за преображение столицы республики города Грозный. Отпуская, что тогда лампа, такие свои мозги, проверки, там ремонт у нас. Отпуская, что там доволен. Kan man polisstation och polisviagens körde på olika ersättning Ja, det kollar man. Mål sjukskjøvs, dette er en mål, da må ikke mål. Det ikke mål, man. Det er så litt. Det ikke mål. Og marsjer lov på, så det er en kjømmål, skjer. Det er alt skjøler, man. Det er alt skjøler, man. Далее глава вместе с градоначальником отправился на улицу Щерипова, где тоже ударными темпами продолжается работа по реконструкции одной из ключевых транспортных артерий города.
Уже стройконтроль сделал больше, он не сбудовал, что халабело, а улица открыта, хилишься, и даже 30 лишь. مصر لك عن زاني تعواش باش نسنا يوشو كش. صام لك يعواش وصار كذا جزء وبشي يوت سنة دوش عمل على يوقع أركا خريطة يبوتي برود نسيت أركا تبغى دقات شو صاير شو شتلوش. أبو دابي على روش صدام وينا ستسريش نقعد كذا روش صدام إيدي شو لازم دوغيش دينا عم بشي على أرجعنا يوهون يوم تشتور الله عاود ما يتعمل ديك بالله يوه عمل شيء البيو وين ده غزمة بلا ده مولش مدري وين. Проект включает расширение проезжей части до 6 полос, строительство надземного железнодорожного переезда и нового моста через реку Сунжу. Протяженность участка, подвергающегося комплексной модернизации, составляет 2700 метров. من زوقها برلوتر الشف أو ده كمبال نشرو كبيت شرو ماشان يلقو ديا يالوش دارنا момент وقها 400 سوايو تأخذ وش داكو بلونش بلون سواي شتوها تأخذ إنزتون أصنواني كيتشنا يش حلوش بوش إنزروان قوش ولا ربالتنش إشتاعش شخصا قوش يشترو بوش تقولني دايوتنا يوتش ملا أتكريتي خلق سوري من مفلس интересно, вот так, шаги усиленные, шехел мы ездим, 450 метров длина его, тут и было. Ишь цигар хайводу, долги. Агар пролет, чак, ит пролет. Приявал еще. Ишь волол, машина волол лавал. Питлясан машина был, его верзишешь. Так долго ещё полностью женский спа-салонер, чучур эрбел, шо образуяский, келхул диаси аболуш. Хасмагомед Кадыров отметил, что в честь года города Грозного и района имени Владимира Путина проводятся капитальные ремонты в каждом дворе столицы, а также поделился амбициозными планами по возведению новых зданий, не имеющих аналогов в мире. Считаешь детский дворовый, считаешь подъезд, считаешь дом черца с турбом, ехать ключ, дальчешка, диканьер, это масштабно было возражено. Именно по доме проблем. Хорошо, цунц подходина, шаек вет власти взаимодействуешь, сюда был бы шмонш. Нах паладу паркал сюда, паладу шестьдесят. И до ладу дома, халдучно он 25 этажей. Он жигит дом, да, царь? Это он котлование, это я был, чтобы шмонцер. Чего нах интересуешь, спросишь, что это дома. Юхконо, нексон современным, пока вы царваш, а ты не твой. Жигит, юха, горянка, леза, Глава региона осмотрел и ход работ по реконструкции моста по улице Ленинградской, проводимых в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Мост играет стратегическую роль и наряду с другими транспортными артериями станет ключевым элементом городской инфраструктуры. День город дальше. Интересно. Следующий хлеб мы как ты пробовала? Ага, точно. Шерипова майла. Шерипова, шадек был что вообще? А шадек условия иначе. Суна айсана волбару морозу. Рамзан Кадыров постоянно держит процесс строительства и реконструкции ключевых площадок региона под личным контролем. Это одна из ключевых причин преобразования субъекта в кратчайшие сроки. Эльвира Межидова, Ислам Нацуров, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. Фонд «Защитники Отечества» продолжает оказывать всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции и их близким. Яркий пример несгибаемой воли – ветеран СВО Расул Муситов. Несмотря на потерю обеих ног в боях, Расул не сдается. Он активно пользуется протезами и проходит реабилитацию. Фонд открыт для каждого, кто вернулся с фронта и нуждается в помощи. Репортаж Лимды Джамалдиновой.
Расул Муситов посвятил 12 лет своей жизни службе Родине. За годы военной карьеры он зарекомендовал себя как ответственный, дисциплинированный и мужественный солдат. Его путь был отмечен участием в ряде сложных боевых операций, включая специальную военную операцию. Именно в этой кампании судьба распорядилась трагически. Расул получил тяжелое ранение, вследствие чего потерял обе ноги. С первого дня тебя участвует, я что 2022 года, я считаю, не стали. Ожил лицо голова лешваться, ожил целый су, кибанам дается дела живой. Несмотря на столь серьезную травму, он не сломался. За стойкость духа, проявленную в экстремальных условиях, Расул Муситов был удостоен государственных наград, включая медали за мужество и за отвагу, а также благодарность лично от президента страны. Разные операции, что участвуют в Чеченской Белгородской. Уж на ости бу. Совежри будешь, соежри будешь. Это полбеш беш беги. Сорок диал социальный волновать. Сейчас юг делуанет, шашарок дидарон, шаш ирук дидарон. Хорез вы бор. Ой, хорез мусор, сорок дешалж. Бог, уж на ости, бог софон дабеш. Расул Муситов примерный семьянин. У него большая и сплоченная семья. Его сын с гордостью говорит об отце, называя его настоящим героем и примером для подражания. Я им горжусь и хочу стать таким, как он. После ранения Расул Муситов ушел в отставку. Однако его боевой путь не остался незамеченным. Фонд защитников Отечества взял под свою опеку ветерана, оказав всестороннюю поддержку, направленную на возвращение к активному существованию. Организация помогла приобрести 2 современных спортивных протеза. Также оказала содействие в ремонте дома. Кроме того, ветерану подарили автомобиль с ручным управлением. Особо стоит отметить и уникальную инициативу. Рядом с его домом была проложена асфальтированная дорога. Такая всенародная поддержка – это не только дань уважения, но и важный сигнал. Страна чтит своих героев и всегда будет рядом с теми, кто однажды встал на ее защиту. Лимда Джамалдинова, Джабраил Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. В Науре состоялась выставка художника Исы Авхадова. Экспозиция представляет богатую палитру разножанровых произведений, живописные пейзажи, яркие натюрморты и уникальные барельефы. Каждая работа демонстрирует многогранность и глубину таланта автора. Погрузиться в мир прекрасного и узнать о первых впечатлениях посетителей удалось Эльвире Межидовой. Первая выставка Исы прошла в 1998 году, когда он был учеником 11 класса. Тогда педагоги, заметив талант юного парня, организовали ее в стенах школы, в которой учился художник. А сегодня уже коллеги стали инициаторами проведения выставки в стенах Наурского дома детского творчества, где Иса Салаудинович уже сам педагог. Пишет он свои картины в разных жанрах – пейзаж, бытовой, морской, натюрморт, барельеф. Талант стал проявляться еще в малом возрасте, когда я был еще ребенком, но старшие в семье стали замечать, как беру карандаш, листок. Кстати, благодаря этому же таланту меня позвали работать учителем рисования в школе. Вот так началась и педагогическая моя деятельность. И уже начиная с 2000-х годов я уже начал саморазвитием заниматься. Как бы я развивал этот талант. Совмещая профессиональное творчество с педагогической деятельностью, Иса ведет процесс обучения, развивая художественные способности учеников, преподает теорию живописи, а также знакомит их с культурным художественным наследием, стимулируя этим творческое самовыражение и развитие художественного вкуса в своих подопечных. Для реализации творческого потенциала и воплощения своих фантазий в конкретные произведения искусства человеку нужны идея и вдохновение. Иса черпает их из всего, что его окружает, даря миру эти потрясающие картины. На протяжении всей истории творчество неотделимо от человека, пронизывая нашу жизнь, порой помогая прожить тяжелые моменты. Пропитанные душевным теплом картины Исы Салаудиновича дарят радость и греют душу. Как говорит директор Наурского дома детского творчества, для них большая честь иметь в своем коллективе педагога такого высокого уровня. Наши дети занимаются здесь по различным направленностям, начиная от художественной направленности, социально-гуманитарной, физкультурно-спортивной и другие. Дети у нас учатся рисовать, декоративно-прикладному искусству, петь, танцевать. Мы очень гордимся, что в нашем коллективе есть такие педагоги, которые являются профессионалами своего дела.
Щедрость эссе, как правило, присущую творческим людям, мы почувствовали в том числе и на себе. Широта души и безмерная щедрость главного героя не позволили нам сегодня уехать с пустыми руками. Частичку творчества нашего героя мы забираем с собой в редакцию. Лира Межидова, Джабраил Хаджиев, Ахмед Хизреев, Вести, Чеченская Республика. В Грозном состоялась торжественная церемония награждения победителей сразу 5 престижных конкурсов профессионального педагогического мастерства. Отмечены те, кто продемонстрировал высокий уровень профессиональных навыков и компетенций во всех конкурсных испытаниях. В зале собрались сотни педагогов, руководителей образовательных учреждений, представителей органов власти. О грандиозной церемонии награждения Турпалали Тайсумов. Торжественная церемония закрытия регионального этапа педагогических конкурсов собрала вместе лучших представителей этой благородной профессии. Министр образования и науки субъекта Хошбауди Дааев назвал работу преподавателей исключительно важной и полезной. Именно они вкладывают в молодых ребят лучшие качества, а участие в конкурсах мотивирует их становиться лучше. Из года в год мы видим, что участники молодые люди, у нас такое стремительное омоложение идет педагогического состава республики. Где-то хорошо, где-то плохо. Плохо, потому что старших все меньше, от которых нужно нам, пользуясь возможностью перенимать их драгоценный, неоценимый опыт. Хорошо, что молодежь подтягивается. Нам повезло, что я часто это говорю, повезло, что у нас в республике есть свой педагогический университет, Чеченский государственный. Их на всю Россию всего 34 единицы, в регионах 89. Нам с этим, конечно же, повезло. Каждый конкурсант, не боясь показать себя, свои навыки, сравнить свои навыки, свой профессионализм со своими коллегами, с участниками остальными. Действительно, вся система образования республики вами дорожит. Многим из вас выходить на федеральный этап, где уже посложнее, где уже вам нужно представлять не только свою школу, да, не только свой класс, своего директора, свой район или город, а всю Чеченскую республику, под флагом Чеченской республики. Всего было 5 направлений. В конкурсе «Послание моему учителю» лучшей стала Элиза Сидеева. Для нее победа стала полной неожиданностью. Как она отметила, ей понравилось, что жюри оценили ее работу, в которую она буквально вложила душу. Ну, честно, я не ожидала. Я уже была, наверное, расстроена, что вот я даже не лауреат. И когда назвали мое имя, сказав, что первое место, я даже сейчас дрожу. 4-й год я работаю учителем. Ну, в детстве, конечно же, я всегда играла в учителя, сажала своих маленьких сестер, и вот я как бы их учила. Работа учителя – это очень интересно. Наш день работать учителем очень интересно, потому что есть много, возможностей обучать ребенка. Есть много возможностей и для самого учителя расти. В номинации «Навигаторы детства» в рамках конкурса «Воспитать человека» победила Аза Мудаева. Ей также до последнего не верилось в свой успех. Но, тем не менее, она счастлива стать одной из героинь торжественного дня. Участие в этом конкурсе для меня было в целом неожиданным, но я рада, что все-таки поучаствовала и стала лауреатом. Это было немножко неожиданно для меня. И я надеюсь, что в следующем году я уже постараюсь посильнее и буду абсолютным победителем. А также победителю Эльзе я желаю всего хорошего и удачи на всероссийском этапе. «Воспитать человека» – это соревнование, в котором определялся лучший педагогический работник с духовно-нравственным подходом. Ею стала заместитель директора по дополнительному образованию школы номер 4 Эльза Багаева. Победитель регионального этапа всероссийского конкурса «Мастер-психолог-2025» Арби Чужигаев, педагог-психолог средней школы номер 13 города Грозного. Лучший в конкурсе среди работников дополнительного образования «Сердце отдаю детям» Адам Махаури, педагог республиканского комплекса общего и дополнительного образования «Квант». Помимо дипломов и кубков, все победители получили денежные поощрения. Это подарок от общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Любой педагогический конкурс – содействие профессиональному развитию, квалифицированному росту работников, осуществляющих воспитательный процесс в образовательных организациях региона. Турпалали Тайсумов и Ислам Насуров. Вести. Чеченская Республика.
Прощай, начальная школа. Эти слова сегодня прозвучали для тысяч четвероклассников по всей республике. На праздничных линейках звучали искренние слова благодарности, стихи и песни, посвященные любимым учителям. Начальная школа не просто первые 4 года, это самые важные ступеньки на лестнице знаний. О том, как прощались юные выпускники, в репортаже Медины Мударовой. В школе Грозного сегодня особенный праздник. Торжественная обстановка, нарядные дети, взволнованные родители. Атмосфера, трогающая за самое сердце. С этого дня четвероклассники переходят на новый этап жизни. Ученики подготовили яркие номера, песни, танцы и стихи, посвященные любимым учителям. Выступления получились трогательными и искренними. Конечно же, не обошлось и без увлекательных викторин от учителей. Выпускники с интересом отвечали на вопросы, порой даже провокационные. Тогда давайте самый последний вопрос. Это должно быть, кто красивее в вашем классе? Мальчики! О, мальчики красивее, здорово! В завершении каждому выпускнику вручили дипломы об окончании начальной школы, свидетельство этапа взросления. Этот день особенно значим для классных руководителей. Они с грустью и трепетом провожают своих учеников во взрослую жизнь. У Ларисы Абдулмуслимовой это уже 8-й выпуск. Каждый выпуск – это мой родной, мой любимый класс. Как-то привыкаешь к детям, и очень сложно с ними расставаться. Конечно, я им хочу пожелать всего самого-самого наилучшего, удачи во всем. Все-таки среднее звено – это уже сложнее, это есть разница большая между начальной школой и средним звеном. Хочу пожелать им терпения, удачи. 4 года пролетели незаметно. Родители тоже испытывают массу эмоций, начиная с гордости за своего ребенка, заканчивая осознанием, что их дети стали чуть взрослее. Сегодняшнее мероприятие мне очень понравилось. С другой стороны, было очень грустно, так как наши дети уже переходят в старшее звено, в 5 класс. Багдади Магомедов с уверенностью смотрит в светлое будущее. С 1 класса мальчик – круглый отличник. В последующие годы нацелен продолжить обучение в том же духе. За эти 4 года больше всего мне понравилось, как наша ученица Лариса Абубакировна к нам относилась очень хорошо. Я, конечно, не хотел, чтобы она нас отпускала в этот 5 класс. Я думала, может, она нас до 11 доведет. Но так пошло, что мы уходим от нее. Она была лучшей учительницей. Очень сильно переживаю, потому что думаю, сейчас как пойду в 5 класс, буду на 2, на 3 учиться. Но учительница говорила нам как-то раз не сдаваться, идти и не сдаваться. И вот поэтому вот так вот я стараюсь сейчас в 5 классе учиться на все 5. Несмотря на перемены в жизни, многие выпускники полны энтузиазма. Впереди их ждут новые знания и интересные события. Я думаю, что я тоже эту школу, 5 класс окончена отлично, как и все 4 года. Я очень волнуюсь, не хочу расставаться со своей учительницей. Этот день навсегда останется в памяти как начало новой увлекательной главы в жизни каждого ученика. Медина Мударова, Алисхан Кацулов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнаха в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.